Приветствую! Вещает Сурвик. Друзья, начать хочу ролик с упоминания тех людей, которые спонсируют мое развитие канала. И контент, выходящий здесь. Лукиатон и Леха, спасибо вам большое, парни, за вашу поддержку. Ну а теперь коротко об основном. В этом ролике мы разберем, стоит ли покупать такую игру, как Tom Clancy Rainbow Six Siege. Ведь этот вопрос сейчас очень даже актуален в период скидки на эту игру в Steam, которую вы можете забрать всего за 300 рублей. Разберем сложность порога вхождения в игру именно для новичка, механику геймплея, стрельбы, оптимизацию и нюансы доната. Да и вообще, как этот шутер чувствует себя в 2021 году. Наконец, с марта месяца. И все это от лица человека, только что купившего данный шедевр тактического шутера. То есть меня. Советую досмотреть данный ролик до конца, ведь именно там мы подведем итог, актуальна ли покупка Rainbow Six Siege в 2021 году для тебя. А пока можешь поддержать меня лайком и подпиской, ведь я точно не стану мусором среди твоих подписок и буду радовать тебя хорошим контентом. Поехали! Первое, с чего бы хотелось начать обзор «Радуги», так это с благодарности всем контент-мейкерам по данной игре. Спасибо вам за то, что на протяжении многих лет отбивали мое желание приобрести этот шедевр своими глупыми обзорами, а именно фразой «Порог вхождения в игру в «Радуге» очень высок». Абсолютно все обзоры, что я смотрел, состояли из этих громких слов отпугивания от игры. Вот просто хочется взять клавиатуру и швырнуть таких негодяев, говорящих это в своих обзорах, отсекая некую часть потенциальных игроков. На самом же деле порог вхождения в игру тут средний и не особо-то и сложен. Стоит знать только одну простую вещь. Не лезьте сразу в бой, ничего хорошего из этого явно не выйдет. В общем-то, как и во многих других онлайн-шутерах, где нужна голова. Самое первое, что вам следует сделать после запуска игры, это проследовать сюда. Как видите, тут о нас позаботились, предоставив видеообучение и даже операции с основами игры, после прохождения которых у вас вообще не будет сложностей с игрой. В остальном же все будет зависеть самое первое и главное от навыка вашей стрельбы. Все-таки это хоть и тактический, но шутер. Второе от осторожности, ибо это не колда, торопиться тут нельзя. И третье от вашей эффективности использования умений выбранного оперативника. Вот эти три аспекта помогут вам чувствовать себя в Rainbow Six Siege как рыба в воде. А теперь перейдем к самому интересному и цепляющему – механика геймплея. О да, таких шутеров на моей памяти просто нет. Ибо от стандартных пострелушек Rainbow Six Siege отличается уникальнейшим геймплеем тактического шутера. Это вам не кастрированное нечто под названием «Калибр» от Wargaming. Тут все очень продумано в плане тактики и взаимодействия команды. И просто огромнейшую уникальность геймплея привносит умение оперативника. Тут вам и разрушаемое окружение, множество путей отыгрыша и высокая или же низкая результативность использования тех самых умений. Вот вам живой пример, но, правда, не совсем удавшийся, того, как использовать умения оперативника в свою пользу. Как можете видеть, благодаря умению дрона камеры у выбранного мной оперативника, я, находясь абсолютно в безопасном месте и не подставляясь, увидел, где нас штурмует боец противника. После чего 2 раза промахиваюсь по нему импульсом оглушения, но в итоге все-таки смог устранить цель. В дальнейшем же помог отвлечь одного противника дроном и обойти второго, которого наши союзники в лоб никак бы не убили из-за его щита, благодаря чему этот раунд был победным для нас. Оперативников, к слову, тут много, и практически каждый добавляет в геймплей свою изюминку и совсем другую тактику. Покупка же оперативников производится за внутриигровую валюту, которую вам начисляют за проведенные матчи, а также за выполнение операций в разделе обучения и за просмотр обучающих видео. Покупка каждого оперативника сопровождается вот таким вот роликом.
Мелочь, а приятно. Теперь плавно перейдем к механике стрельбы. Стрельба тут реализована отлично, абсолютно не ощущается аркадности. Оружие чувствуется в руках, и в зависимости от скорострельности, чем она выше, тем сложнее удержать мушку на цели. Как и с настоящими пушками. Это непременно понравится всяким хардкорщикам и ценителям отличной стрельбы в шутерах. Ну а что касается ТТК, то тут можно сказать все по хардкору. 1-3 пули в голову и ты труп. Зависит же количество этих пуль от урона оружия оперативника. Ведь у каждого оружия свои тактико-технические характеристики, касаемо скорострельности, урона и точности, которые вы, к слову, можете улучшать выбором модификаций для своего оружия. Остались последние два пункта – оптимизация и донат в игре. По поводу оптимизации, могу сказать, что на моей 1650 Super и Ryzen 5 3500 ни фризов, ни лагов замечено не было, а FPS всегда стабилен. Это говорит нам о том, что на среднебюджетных ведрах радуга будет идти хорошо и стабильно. Донат. Донат же в игре присутствует в виде всеми любимых сезонных пропусков, скинов на оружие и скинов на оперативников. Системы Pay to Win здесь вы точно не найдете, ведь донат ограничен, как по мне, чисто визуальным мусором. Итак, подведем итог, стоит ли покупать Rainbow Six Siege в 2021 году. Ответ однозначно да. Этот тактический шутер будет для вас глотком свежего воздуха среди большинства однородных масс-шутеров. Таких впечатлений и опыта от игры, как от Радуги, вы не получите больше ни в одном шутере. Да, она сложна в плане геймплея, ибо тут нужно включать мозг и не лететь впереди планеты всей. И это может некоторым не подойти, но ведь на то он и тактический шутер. Единственный для меня минус данной игры так это в том, что матчи по моему небольшому опыту длятся не более 13 минут. Все-таки мне хотелось бы находиться в бою гораздо больше. В остальном же все здесь прекрасно. Хороший онлайн, вследствие чего и быстрый поиск матча, и все те замечательные плюсы и механики, которые я привел в пример ранее. Так что за 300 рублей вы точно получите массу новых и отличных впечатлений. А на этом все. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Надеюсь, я смог ответить на интересующий вопрос. И ты сделаешь правильный выбор. Покупать Rainbow Six Siege или нет именно тебе. Удачи вам, друзья, как в жизни, так и на полях виртуальных сражений. Еще увидимся.